Есть вопросы, мы готовы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста. Вот так вот вкратце, чтобы вы сказали одним предложением, вот по заявленной теме, по заявленной теме. Я понимаю, что вы говорите об условиях, да, которые должны соблюдать украинским государством, но все-таки быть или не быть Украине в ассоциации, по вашему мнению конкретно, вот Украина, вы поддерживаете евроинтеграционное направление Украины? Ее евроатлантическую интеграцию, европейскую интеграцию? Ну, в этом же заявлении есть, что подписание такого соглашения вполне возможно и может состояться, если Европейский Союз гарантирует коренным народам Украины, в том числе и ранее репрессированному крымско-татарскому народу и другим репрессированным этническим группам, восстановление на законодательном уровне и соблюдение на практике их прав и интересов, а также при условии, что Европейский Союз возьмет на себя основное финансовое бремя, связанное с решением всего комплекса вопросов и проблем репрессированных и коренных народов Крыма и Украины. Вот. Но мое мнение может чисто субъективно, вообще-то было бы правильно провести соответствующий опрос народа Украины, в том числе и коренных народов Украины в частности. Если можно, я добавлю. Значит, наше заявление не следует рассматривать как призыв к тому, чтобы не входить в Евросоюз, не подписывать соответствующие соглашения и так далее. Напротив, если мы говорим о тех ценностях, которые несет в себе вступление в Евросоюз, как раз на это и надо обращать внимание, чтобы эти ценности были реализованы для всех представителей украинского народа и народа Украины, который состоит из разных сообществ. И здесь мы говорим о том, как раз, чтобы при решении этого вопроса украинская власть, конечно, бы посчитала риски, которые возникают, если она не учтет определенные моменты в этом плане. И, так сказать, мы ожидаем действительно, что и Европейский Союз тоже должен, обращаем внимание Европейского Союза на то, что есть целый ряд нерешенных проблем, а их список можно, вообще-то говоря, продолжить, которые надо каким-то образом учесть. И одним из способов учета этого, если, так сказать, все-таки так вот сегодня горит эта необходимость вступления в Евросоюз или становления ассоциированным членом, то это, по крайней мере, так сказать, должны быть высказаны определенные понимания и гарантии как и украинской власти, так и властей стран, входящих в Евросоюз, о том, что такие проблемы надо решать, и они будут решены при соответствующем внимании в какие-то определенные сроки. Я буквально пришел на пресс-конференцию заседания постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по межнациональным отношениям по проблемам бипартийных граждан. Там выступал по одному из вопросов председатель Роскомзема Крыма господин Чабанов Александр Иванович. Сейчас возникла такая проблема. Это касается не только крымских татар, но в основной, наиболее остро касается крымских татар. В соответствии с законодательством Украины, это со слов председателя Роскомзема, граждане, которые в свое время построили без соответствующих согласительных документов домостроения на земельных участках, которые не были соответственным образом оформлены, они не могут узаконить это жилье, поскольку требуется выделение земельного участка, закрепление за ними земельного участка под этим жильем. Земельный участок не могут выделить и оформить этому гражданину, потому что он не пустой, а на нем находится договорное владение. Получается замкнутый круг, который может вылиться, извините меня, вот, то есть почти, сколько по разным оценкам, да, 300-400 тысяч крымских татар, в основном 90% это люди, которые выстроили самостоятельно в свое время в местах компактного проживания проживают. И они находятся вне правового поля в плане своего недвижимого имущества, своего, так сказать, земельных наделов под жилье. Если на это закрывать глаза и говорить, что Украина готова уже вот аж сегодня, аж бегом подписать соглашение с Европейским Союзом об ассоциации, наверное, это будет неправильно и преждевременно.
И таких примеров, и таких проблем исключительно касательно даже тех крымских татар, граждан Украины, которые сегодня проживают на территории Крымской автономной республики, море буквально на каждом шагу.